أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважаемые мусульмане, гнев – это такая черта характера, от которой мы должны максимально отделиться. Также мы должны максимально отделить гнев от нас. Гнев – это черта характера человека, когда проявляется его истинное лицо. Прощение, которое является противоположным гневу, это то, что является более любимее для Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Управление эмоциями в исламе основано на терпении, сабр, сдержанности и добром нраве, что считается признаком истинной веры и силы духа. В священном Коране, в суре Аль-Имран, в 134 аяте Всевышний Аллах говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين». Садак Аллаху азим. Всевышний Аллах говорит о людях, которыми Он доволен, что это те люди, которые расходуют из своего имущества скрытно от других людей, когда они бывают в радости и когда они бывают вне в радости. Также это те люди, говорит Всевышний Аллах, которыми Он доволен, которые останавливают свой гнев, побеждают свой гнев и относятся к людям наилучшим образом, прощают людей. Всевышний Аллах любит тех людей, которые совершают добро. Так Всевышний Аллах восхвалил добро, так Всевышний Аллах в Коране восхвалил доброе отношение к людям. Мы, исходя из этого аята, понимаем, что гнев является не очень восхваляемым чертом характера перед Всевышним Аллахом. Ислам предписывает подавлять гнев, избегать конфликтов через молчание, совершать омовение и делать дуа для сохранения душевного равновесия и доброты к окружающим. В Коране терпение упоминается более 100 раз. Оно помогает преодолевать жизненные трудности без жалоб, следуя прямому пути. В суре Али-Имран в 159 аяте Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, фабима рахматим мин Аллахи линта лахум, валау кунта фаздан гализал кальби ланфадду мин хаулик». Садак Аллаху азим. О пророк, по милости Всевышнего Аллаха ты был по отношению к своим сподвижникам, да будет доволен ими Всевышний Аллах, мягок. Ты проявил к ним доброту. И именно по этой причине твои сподвижники, да будет доволен ими Аллах, остались вокруг тебя. Однако, если бы ты был по отношению к ним недобрым, если бы твое сердце было жестким, то они ушли бы от тебя, говорит Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. Религия не требует от человека идеала и относится к этим проявлениям как к неотъемлемой части человеческой натуры. Она не требует от нас не переживать негативные эмоции. Ислам учит, как их переживать, как с ними справляться и сохранять здравый рассудок. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах создал его таким, что мы должны брать пример с нашего господина пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во всех его делах и словах, действиях. Всевышний Аллах создал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень мягкосердечным, добрым.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи относился мягкосердечно не только к своим сподвижникам, людям, также он относился мягкосердечно ко всем созданиям, к животным, к птицам и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны именно в те моменты, когда мы пытаемся скрыть свой гнев, быть мягкосердечными, брать пример с нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все начинается с мыслей. Наши мысли и воображение напрямую влияют на эмоции. Тревожные или мрачные мысли порождают тяжелые чувства. Один из хороших способов избавиться от дурных мыслей – это чтение сур Фаляк и Наср. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это наивысший пример мягкосердечности, наивысший пример того, что нужно проявлять терпение в сложных ситуациях. Поминание Аллаха оживляет сердце. Вспоминая Аллаха милостивого и милосердного, сердце верующего, которое может испытывать самые негативные эмоции, смягчается, оно осознает свое истинное положение, а все происходящее, которое вызвало шквал эмоций, кажется не таким важным в глобальном масштабе. Всевышний Аллах в Коране, в суре Фуссилат, в 34-м аяте говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, валя таставил хасанату валя сайиа». Не является одинаковым добро и не является одинаковым зло. То есть добро – это и есть добро, зло – это и есть зло. То есть перед Всевышним Аллахом добро и зло не имеют одинакового места. Перед Всевышним Аллахом на наивысшем месте находится добро, однако зло перед Всевышним Аллахом не является восхваляемым. И Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Идфа биллати хия ахсану, фаиза лази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валийюн хамим». Садак Аллаху азим. Сделай так, говорит Всевышний Аллах нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы добро всегда было у тебя впереди. Когда кто-то причиняет тебе зло, ты обращайся к нему не таким образом, ты обращайся к нему должным образом. Ты, когда тебе кто-то говорит злые слова или проявляет по отношению к тебе злые действия, ты должен, наоборот, относиться к нему добром. Ты должен в ответ говорить добрые слова, ты в ответ должен сделать добрые, великие вещи. И тогда, говорит Всевышний Аллах, тот человек, который является твоим врагом, без всякого сомнения станет твоим другом. Лучший способ справляться с эмоциями – это уметь их отпускать. Обида, злость и гнев не дают человеку двигаться дальше, становятся преградой на пути к новому. Они овладевают нами, мы становимся их заложниками. Не отпуская негатив, мы вредим самим себе. Умение прощать – очень важная составляющая на пути к избавлению от негативных и тянущих назад эмоций. Когда один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пошел к нашему пророку и спросил: «О посланник Аллаха, саллаллаху, сделай для меня наставление». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тагдаб, не гневайся». И вся эта речь заключается в двух арабских словах: «Ла тагдаб», ты не гневайся. И этот сподвижник, который пошел за советом к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, повторил свой вопрос еще несколько раз. Каждый раз, когда он повторял этот вопрос, когда он просил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделать ему наставление, несколько раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тагдаб, не гневайся, не гневайся». Именно гнев, злость является причиной многих ошибок, многих причиняемых друг другу обид, многих разладов, расколов, семейных разводов. Все это происходит из-за эмоций, амбиций, в основе которых находится злоба. Каждый из нас должен задуматься: если бы мы по воле и милости Всевышнего Аллаха смогли бы подойти к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказать ему
о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сделай для нас наставление. И если бы пророк, саллаллаху алейхи, сказал то же самое и нам, ла тагдаб, не гневайся, то этот совет, исполнили бы мы этот совет. Да, без всякого сомнения, мы бы исполнили этот совет. Но мы не должны забывать, что этот совет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, дал не только одному своему сподвижнику. Этот совет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, дал всей своей умме, дал всей своей общине. Каждый раз, когда ты на грани гнева, ты должен вспомнить одну вещь. Когда человек, если мы зададим каждый из нас себе вопрос, когда человек бывает в состоянии гнева? Обычно, во многих случаях, человек бывает в состоянии гнева тогда, когда он не получает то, что хотел, или когда другой человек не исполняет то, что он сказал ему сделать. В эти моменты человек бывает в гневе. Однако мы в этот момент, перед тем, как погружаться в гнев, мы должны вспомнить великую милость Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Все мы люди грешные. Мы днем и ночью совершаем ошибки. Иногда мы совершаем большие грехи, большие ошибки. Часто мы совершаем маленькие грехи, маленькие ошибки. Однако грех перед Всевышним Аллахом – это грех. Большой грех, маленький грех. Когда ты совершаешь и большой грех, и когда ты совершаешь маленькую ошибку, кого ты ослушиваешься? Ты ослушиваешься великого, всемогущего Всевышнего Аллаха. И если бы Всевышний Аллах не прощал нас, а проявлял бы свой гнев по отношению к нам каждый раз, когда мы совершаем какую-либо ошибку, смогли бы мы проявить терпение по отношению к гневу Всевышнего Аллаха? Не смогли бы, без всякого сомнения. Всевышний Аллах каждый раз, когда мы совершаем ошибки, большие и маленькие, нас прощает. Нас прощает. И каждый раз, когда мы делаем покаяние, Всевышний Аллах отвечает на это покаяние своей милостью. А мы создание, а Всевышний Аллах создатель аль-Халик. И каждый раз, когда мы, созданные, проявляем гнев по отношению к таким же созданным существам, как и мы, не имеет значения, животное, птица, человек, мы должны вспомнить, что Создатель наш, Всевышний Аллах, не проявляет свой гнев по отношению к нам каждый раз, когда мы совершаем ошибки. И мы должны следовать по пути Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи, и не гневаться каждый раз, когда не удовлетворяется наше эго, когда не исполняется то, что сказали мы исполнить. И тогда каждый раз, если мы будем практиковать этот метод, то наш гнев, без всякого сомнения, по воле и милости Всевышнего Аллаха отступит. Мы сможем по воле Всевышнего Аллаха победить наш гнев. Проявлять благодарность Всевышнему Аллаху за любое положение и любой исход – вот что не дает негативным эмоциям брать верх над человеком. Не является сильным тот человек, который проявляет часто свой гнев и который каждый раз ругает других людей. Разве ты не совершаешь ошибку? Разве ты не ослушиваешься своих родителей, друзей, братьев, сестер и так далее? И каждый раз перед тем, как гневаться на других людей, мы должны подумать о самих себе. Мы должны подумать о нас. Каждый раз перед тем, как направить гнев на других людей, мы должны направить этот гнев на себя. Перед тем, как спросить другого за что-то, спроси себя, зачем ты гневаешься?
Зачем ты делаешь то, что вредит твоему иману? Зачем ты делаешь то, что вредит твоему исламу? Зачем ты делаешь то, что вредит твоему ихсану? Какая польза от того, что ты гневаешься? Ты, наоборот, вредишь, как мы сказали ранее, своей вере, ты вредишь отношениям, которые между тобой и другим, созданным Всевышним Аллахом человеком. Ошибается каждый. Не ошибаются пророки, не ошибаются посланники и не ошибаются приближенные рабы Всевышнего Аллаха. Однако мы ошибаемся. Мы созданы такими. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва хуликал инсану даифа, садакаллаху азим». Человек создан слабым. Человек по своей натуре, по своему характеру, по своему созданию создан слабым. Конечно, будут ошибки и у меня, и у тебя, и у всех. Это мы не призываем оправдывать ошибки, мы не призываем, чтобы каждый раз мы... Да, гнев должен быть. Гнев – это одна из черт характера человека, которую создал Всевышний Аллах. Однако каждое проявление гнева не является требуемым, не является приносящим пользу. А наоборот, каждое проявление гнева, практически большинство из проявлений твоих гнева является плохим чертом твоего характера, плохим нравом. И мы должны сделать все, чтобы работать над самим собой, чтобы гнев не победил нас, чтобы наше эго не победило нас, чтобы наш нафс не победил нас. Мы должны победить добро, мы должны победить зло добром. Мы должны победить гнев добром, мягкосердечием. Это есть, как мы сказали ранее, путь Всевышнего Аллаха и путь нашего Господина, любимца наших сердец, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Каким был наш пророк? Было очень много случаев, когда неверные люди, которые причиняли вред нашему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, хотели причинить вред языками, действиями. Каждый раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал так, что он был мягкосердечен по отношению к ним, проявлял к ним доброту. Даже есть случаи в жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в жизни описания пророка, да благословит его Аллах приветствует, когда неверующий человек, который пришел убить пророка, пророк, зная это, проявлял к нему такую доброту, что этот человек из-за проявленной доброты по отношению к нему, он становился мусульманином. Просто из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявил доброту к человеку, который пришел его убить. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана, садакаллаху азим». Поистине, каждому из вас есть яркий, большой, хороший пример в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны брать пример с посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в наших словах, действиях, во всех поступках. Валхамду лиллахи раббил аламин.